Здравствуйте, дорогие туркменистанцы, гости моего канала Turkmen Voice. Сегодняшнее видео будет очень важным, поэтому советую досмотреть до конца. Дорогие туркменистанцы, перед тем, как я перейду к нашей теме, я хочу сделать маленькое отступление и поблагодарить всех тех, кто переживал, писал, звонил, спрашивал, что со мной случилось, жив ли я, здоров ли я. Я всех вас благодарю. Некоторых из вас я поименно знаю, некоторые анонимно писали. Я благодарен, очень сильно благодарен. А также хочу расстроить всех тех, кто думал, что я сдался, что я больше не выйду на эту арену и там подобные ложные обвинения. Да? Я соглашусь, есть активисты, которые уходят с этой арены, но они уходят не из-за трусости, а из-за вашего бездействия. Поэтому не судите их строго, они тоже люди, которые хотят построить свою семью, кто жениться, кто выйти замуж, купить дом, квартиру и там подобные вещи. Да? Поэтому не судите их строго. Те, кто пропал, не судите строго, не говорите плохие слова против них, потому что они делали что-то во благо нашего народа. Вместо этого спросите себя, что вы сделали ради свободы туркменского народа. Дорогие туркменистанцы, сегодняшнее видео будет очень важным, досмотрите, пожалуйста, до конца. Как вы знаете, с 2022 года у нас уже новый правитель, Сердар Бердымухамедов. Власть была передана от отца к сыну, была династийная передача, выборы были просто формальностью, все голоса были сфальсифицированы, и режим просто взял спокойно, был передан в руки Сердара Бердымухамедова, да, отец просто стал сзади, как председатель Халк Маслахата, да. Ребята, вы должны понимать, что Сердар Бердымухамедов, придя на этот пост 2022 года, он собрал все проблемы туркменского народа, который оставил отец, и взялся за них и ничего не сделал. Ничего не сделал, он не исправил ничего. Ничего не исправил, но удивляет, что есть люди, которые говорят, что после прихода Сердара Бердымухамедова пошли послабления. Пошли послабления по всем фронтам. Он облегчение создал для нашего народа, как внутри страны, так и за границей. Вот так говорят, да, люди? Но я удивляюсь, через какие линзы вы смотрите и что вы курите, ребята, чтобы вот такие слова говорить, да, я не понимаю. Дайте номер своего барыги, да, чтобы я понял, что делать, чтобы я тоже хочу так видеть, да, страну, но у меня не получается, потому что день за днем все ухудшается. По всем рейтингам наша страна просто катится вниз, по всем рейтингам, да, куда бы ты руку ни засунул, там, Г находится. Поэтому, дорогие граждане Туркменистана, сегодняшнее видео немножко будет освежать, да, ваш мозг, и я думаю, немножко вы просветитесь в плане, какие проекты в Туркмении работают, чтобы вам запудрить мозги. Сердар Бердымухамедов пытается всячески увеличить свой ранг на данный момент и создать свой культ личности, потому что, как вы знаете, культ личности уже был создан Гурбангулы Бердымухамедовым, его же культ личности был создан. Вы видите, что у него все титулы есть, как и Гахрыман, так и Аркада, герой, покровитель, Лукман, доктор, да, вот все у него, национальный герой, милли-лидер и тому подобные вещи. Все титулы у него есть, и потихонечку сейчас эти титулы переходят к сыну. Это называется уже потихонечку создание культа личности. Этот процесс называется созданием культа личности. И Сердар Бердымухамедов использует такую тактику, да, двухслойный панцирь, я бы назвал эту тактику, потому что первый слой, он как называется? Я его так характеризовал бы, да? Во всем виноват отец. Эта мысль сейчас внедряется в головы наших туркменских граждан, те, которые живут внутри страны, так и за границей. Во всем виноват отец. Отец держит сына, отец не отпускает, не дает ему свободу воли, ничего не получается, у него ничего не получается делать, все делает отец. Это первая отмазка, чтобы о Сердаре Бердымухамедове плохо не думать. Да? Вторая отмазка, это проект, да, над которым люди сейчас работают, пашут, пытаются доказать что-то. Во всем виноваты его родственники, оказывается. Во всех бедах туркменского народа виноваты егены, виноваты чиновники, виноваты какие-то братья, сестры, родственники, дяди, там, не знаю, тети. Все они типа виноваты, а Сердар Бердымухамедов невинная овечка. Вот эти два слоя его покрывают и дают росту его культу личности. Развитию его культа личности, ребята. Я понимаю, что сейчас на данный момент идет проект, который работает как внутри и так за границей. Они вместе работают по увеличению ранга Сердара Бердымухамедова.
Как этот проект работает, дорогие туркменистанцы? Вы, наверное, уже знаете, что есть люди, которые выходят с какой-то проблемой, говорят, им докладывают, подкидывают, да, информацию эту. Подкидывают эту информацию, они выходят, оглашают, говорят, якобы такой-то, такой-то чиновник, такой-то, такой-то родственник Сердара, такой-то, такой-то родственник Гурбанғали Бердымухамедова совершил такое-то преступление, мы обращаемся к Сердару, Сердар наша надежда, он все сделает, он прям топчик, да, вот так прям вот говорят, и спустя какое-то время говорят, о, Сердар это сделал, Сердар нас услышал, Сердар исправил это положение, мы обратились, а он исправил, видите, и ваше обращение нужно, чтобы вы тоже обращались, и тому подобное. То есть этим самым создается что? Создается иллюзия того, что Сердар Бердымухамедов, оказывается, он не диктатор, он все хочет ради нашего туркменского народа сделать, но, оказывается, вот эти родственники, вот их он не сможет, да, вот с ними не может разобраться, их не может посадить, убрать и тому подобные вещи. Я лично, да, вот о некоторых его племянниках, которые люди называют, слышу хорошие отзывы про них. Я на самом деле слышу хорошие отзывы, но, к сожалению, я вижу людей, которые занимаются осквернением их чести, да, вместо того, чтобы нанести удар жесткий и критиковать только Сердара Бердымухамедова, главу нашей страны на данный момент, они критикуют всех родственников, а также каких-то псевдочиновников. И эта схема кое-как работает, да, но работает в кавычках, ребята, вы должны понимать, это работает в кавычках, потому что эта схема, она очень старая, эта схема, она и раньше была, она была осуществлена другим активистом, она полномасштабно работала, но ее выявили и ликвидировали, да, когда уже народ понял, что он не под свою дудку, да, пляшет, он пляшет под чью-то дудку. Ну, кто поймет, тот поймет, о чем я говорю. Также я сегодняшнее видео долго думал, как назвать, и назову его как обращение к Сердару Бердымухамедову. Я это уже говорил, обращение к Сердару Бердымухамедову. Сердар Бердымухамедов, вместо того, чтобы создавать вот эти все, вот этот весь ансамбль, да, вместо того, чтобы весь этот спектакль создавать, юмористический, по увеличению твоего ранга и созданию твоей культурной личности, давай я тебе предложу реальные методы решения. Реальные методы решения твоих проблем, твоего ранга. Вот если ты послушаешь меня, что я тебе предлагаю сделать, да? Я тебе гарантию даю, что ты заслужишь любовь туркменского народа и маленькое уважение со стороны активистов. Вот активисты начнут тебя уважать. Я бы не сказал, они начнут тебя любить, да, но они начнут тебя уважать. А народ туркменский, в Туркмении, который живет, и также за границей некоторые, которые не являются активистами, да, они прям влюбятся в тебя, если ты это сделаешь. Послушай внимательно, Сердар Бердымухамедов. Первый пункт какой? Первый пункт: освободи заложников. После твоего прихода с 2022 года основная масса активистов были экстрадированы. Именно при твоем правлении активисты экстрадировались. Именно при твоем правлении. И поэтому удивляюсь, я опять повторяюсь, я удивляюсь, откуда вы берете информацию, что после прихода Сердара Бердымухамедова все стало лучше. Жить стало лучше, меньше страха, меньше боли. Наоборот, частота экстрадиции, нелегальной экстрадиции и с фабрикацией дел, тюремные заключения, они увеличились. Вот очень сильно увеличились. Я тебе назову активистов, которых должен освободить. В первую очередь Мяликберді Аламурадова, которого ты недавно забрал из России, организовал специальную спецоперацию, да? Прям четко спланированная спецоперация по экстрадиции. За сутки ты его взял и в Ашхабад привез. В Ашхабаде инициировал драку. Ты инициировал. Я не буду вот как эти пешки, да, обвинять каких-то МНБшных людей. Ты назначил Гуванчу Оразова, который был головой всех этих операций. Гуванчу Оразов курировал эти все спецоперации. Он был планировщиком всех спецопераций по экстрадиции. Именно ты это сделал, Сердар Бердымухамедов. Освободи этих людей. В первую очередь Мяликберді Аламурадова, который учился за границей, в России. Он боролся за права наших граждан, боролся за права студентов, которые живут и голодают. Да? Я эту тему тоже затрону сейчас. За границей. Ты его забрал, ты его экстрадировал, и ты его посадил, и нелегально. Он сейчас находится в тюрьме. Освободи его. Освободи, объяви ему амнистию. Второй активист, я просто записал, чтобы не забыть, это Фархат Мейманкулиев. Фархат Мейманкулиев — это человек, который тоже боролся против режима. Он боролся своими методами. Были, конечно, промахи в его методах, но он боролся, он что-то делал. Но нам приходит информация, что якобы он умер. Если он умер,
Будь добр, найди виновных, посади и сделай материальную компенсацию его родителям. Это второй пункт. Дальше Мирдан Мухаммедов, которого ты тоже экстрадировал из Турции. Экстрадировал из Турции. Человек тоже сейчас по сфабрикованным делам находится в тюрьме. Его тоже освободи. Следующий человек это Мансур Мингелов. Мансур Мингелов, которого тоже ты, твой отец, при твоем отце он был экстрадирован и осужден. На долгий срок он на данный момент тоже находится в тюрьме. Мурат Душемов. Что Мурат Душемов сделал? Человек находился в Туркменистане. Активист, который пытался бороться и пришел просто спросить про вакцинацию, как вакцинацию делать, почему, протоколы и там подобные вещи, ты его тоже взял и осудил. Обвинил в драке и обвинил в том, что он какие-то деньги вымогает из главврача. Это что за фабрикация? Это что за тупизм? Освободи этого человека, Мурата Душемова, он незаконно находится в тюрьме. Освободи его. Неужели ты не можешь быть как тот король, который взялся за дело Юсуфа? Пророк Юсуф был осужден тоже нелегально. Тоже незаконно был осужден на долгий срок. Но Сердар Бердымухамедов, этот король взялся за это дело. И он освободил Юсуфа. Он нанял независимых адвокатов. И в результате расследования он освободил его. И не только освободил, он ему дал еще большое звание. Большое звание он дал. Он стал казначеем страны. Ты представляешь? Мы тебя не просим дать звание. Просто освободи. Люди просто мучаются в тюрьме. Освободи этих людей. Следующий активист у нас в списке это Ревшен Клычев, которого тоже ты забрал, экстрадировал. Смотри, я называю в основном активисты это те, которые при твоем правлении были экстрадированы. Именно при твоем правлении. Максат Баймурадов следующий активист. Максат Баймурадов это человек, кстати, если ты его не забрал бы, не экстрадировал, буквально через неделю мы планировали записать интервью на мой канал. Но человека ты забрал. У человека была аннулирована студенческая виза, он находился в Турции. Нелегально ты аннулировал по твоему приказу, виза его была аннулирована, и благополучно он был экстрадирован в страну, к родным он не вернулся, находится в тюрьме. Освободи их, освободи, ведь они же когда они выйдут из тюрьмы, если они узнают, что это благодаря тебе они вышли, их сроки аннулировались, ты думаешь, они к нам не выйдут на связь, они нам это не скажут? Мы не начнем тебя после этого уважать. Я тебе даю реальное решение, Сердар Бердымухамедов. Освободи активистов, не держи их за решеткой. Следующий активист у нас Омирзак Омаркулыев, который давно был экстрадирован. Человек вообще не был в политике. Человек не входил в политику. Он просто создал ассоциацию помощи студентам. Он создал группу для помощи студентам, но ты его обманным путем забрал в Туркменистан. То есть ты, имею в виду, то бишь твой отец, на данный момент твой отец, спланировав, забрав в Туркменистан, вы его тоже посадили на 20 лет. На 20 лет! Это что такое? Следующий активист это Аламрат Корханов, тоже ты его незаконно посадил, он находится в Туркменистане. То есть многие активисты, я боюсь некоторых забыть, я просто записал, извиняюсь, да, я вот буду смотреть на список. Азат Исаков также есть активисты. То есть есть активисты, просто имена буду называть тебе на данный момент, Сердар Бердымухамедов, чтобы ты знал. Есть люди, которых ты забрал, посадил нелегально, незаконно. Если это не в период твоего правления произошло, но ты все равно об этом знал, твой отец это делал. Но основная масса, куча активистов ушли при твоем правлении, Сердар Бердымухамедов. Именно при твоем правлении была масштабная операция, проведенная твоим же протеже, твоим же человеком, который ты поставил, он провел эту операцию и забрал всех активистов, как с Турции, так и с России. Это первый пункт моего обращения, да? Освобождение заложников, вытащи их, освободи их. Второй пункт, Сердар Бердымухамедов. Ты знаешь, есть человек, который уже давно к тебе обращается по поводу его беды. Он тебе часто говорил, именно через YouTube канал свой, а также в TikTok эфирах, что ему нужно посетить могилу своих родителей. Это как Амрат Хадыров. Человек, который боролся тоже против твоего режима, против диктаторского режима. Пытался дать свободу, подарить свободу туркменскому народу. Сделал все, что в его силах.
Он даже освобождал активистов, которые были пойманы и без 5 минут были бы экстрадированы. Он их тоже освобождал. Он делал все. Но этот человек пытается посетить могилу своих родителей. Впусти как Амурада Хадырова, пусть он посетит, выполнит последний долг перед своими родителями. Посетит свою могилу и не только впусти его, Сердар Бердымухамедов, но и выпусти его. Выпусти безопасно, чтобы он вернулся и рассказал нам об этом. Я тебе вот такое решение тебе даю, Сердар Бердымухамедов, что ты, сделав это, ты знаешь как, ты вот молниеносно возвеличишь себя в глазах активистов, а также народа. Ты представляешь, как Амурад Хадыров что сделает, если ты его впустишь и еще выпустишь безопасно, несмотря на то, что он в розыске? Ты представляешь, он выйдя, что скажет? Он скажет: вы тюфяки, вы что делаете, активисты? Он всех нас обнулит моментально. Всех активистов он по одному обнулит. Он скажет: я зашел, меня встретили, я вышел, меня не тронули, я прилетел, я свободный человек. Все, о чем вы поете, это все фейки. Ты представляешь, как он будет бомбардировать, да, всех активистов и моментально рты закроет? С одним эфиром. Через один эфир он рты всем закроет. Вот тебе идея. Впусти человека, пусть посетит свою могилу родителей. Так ты не боишься, что в судный день ты будешь спрошен об этом? Человек сидит, хочет увидеть своих родителей, да, могилу. А ты взял и приватизировал эти земли, не впускаешь его. Это второй пункт. Видишь, эти все пункты работают во благо тебя, Сердар Бердымухамедов. Это во благо тебя работает. Третий пункт. Очень-очень больная тема, да, вот третий пункт. Я не буду говорить о ратификации ОПКАТ, чтобы тюрьмы посещали, да, смотрели, проверяли состояние тюрем. Я об этом, отдельное у меня видео будет. Я об этом хочу тоже поговорить. Я о состоянии тюрем, да, я об этом пока не буду говорить. Я хочу поговорить о людях, о наших студентах, о нашем поколении будущем, которые учатся за границей. Студенты. Вначале твоя система, твой отец, вы сделали лимит. Я был сам тоже студентом. Вы создали лимиты для карточек, чтобы из этих карточек был... Когда я учился, ребята, да, вот, я помню, был лимит $150 было наличные, то есть я мог выводить, и безналом я мог платить в размере $100, $100 походу было, я помню. Ну, где-то $200, $250 было, плюс-минус, да. Я мог выводить средства, а также в течение месяца, а также платить, да, безналом через карточку. А на данный момент этот лимит снижен, Сердар Бердымухамедов. Он вначале увеличился, а потом опять снизился. Как за $100-150 люди могут жить? Ты можешь представить, Сердар Бердымухамедов, как на $100-150 студенты, которые учатся за границей, они могут жить? У них не получится жить. Сердар Бердымухамедов, эти люди, они будущее нашей страны. Они, выезжая за границу, они не учатся, они работают. Они подрабатывают. Я знаю многих людей, которые после учебы уходили на работу. Работали завтрашнее утро, даже домашнюю работу не делали, приходили, получали самые ужасные оценки, опять вечером уходили работать, потому что денег не было. Сердар Бердымухамедов, твой народ, ходил по магазинам, я глазами видел, ходил по магазинам и просил граждан, я учился в Беларуси, граждан белорусов, да, пожалуйста, можно ли я оплачу за ваши продукты, и вы мне дадите наличными деньгами, потому что вывод, они уже лимит закончили, да, месячный лимит они уже исчерпали, и они пытались каким-то образом взять деньги с этой карточки посредством оплаты чужих продуктов. Я их видел глазами. Их пинали, убирали, выводили, охрану вызывали, они позорились. Спрашивали, кто они такие? Цыгане или кто? Из какой страны они? Туркмены. Туркмены ходят и просят: пожалуйста, можно я оплачу ваш продукт? Сердар, не стыдно тебе, Сердар Бердымухамедов? Это же твое будущее, эти же потенциальные кадры, которые могут потенциально работать во благо твоего режима. Так ты уничтожаешь их. Увеличь лимит, сделай минимум $500. Это не твои деньги уходят из страны, Сердар Бердымухамедов. Родители их не готовы отправить эти деньги. Они готовы, у них есть, это их деньги. Они пытаются отправить, а ты даешь лимит. Минимум $500 должно быть, минимум. Потому что затраты очень большие за границей сейчас. Даже в Беларуси, Украине, в России, где бы ты ни учился, затраты огромные. Иногда в общаге не бывает мест жить.
Общага где-то 2-3 раза дешевле, но им приходится иногда снимать квартиру. Квартиру снятие там за еду, за квартиру, за проезд, за одежду и на какие-то ЧП, да, чрезвычайные происшествия оплатить, закрыть минимум $500, 400-500 баксов им нужно. А ты оставляешь их с 200 или $150. Со $100, мне кажется, на данный момент опять он упал, лимит. Насколько я помню, он был $50, потом ты его догнал до $200, потом опять уронил на 50 или $100. $100 это ничего, Сердар Бердымухамедов. Вот ты возьми себя, возьми своего отца, уезжайте в Россию или в Белоруссию. Поживите там пару месяцев на $100. Я посмотрю, что вы почувствуете. Последний пункт, вот этот, который я тебе хочу назвать. У меня есть еще много пунктов, но вот эти 3 пункта, хотя поработаю над этим, я не буду тебя загружать, Сердар Бердымухамедов. Поэтому, Сердар Бердымухамедов, выполни 3 пункта, которые я озвучил. Освободи заложников. Освободив заложников, ты заслужишь огромное уважение перед активистами. Ты их забрал, арестовал, сфабриковал дело и посадил их в тюрьмы. Это первый пункт. Освободив их, ты заслужишь огромное уважение со стороны всех активистов. И закроешь рты всем международным организациям, которые получают всякие деньги, да, бабки от... не буду называть это имя, да, от всех вот этих спонсоров, донаторов, да. Впусти как Амрада Хадырова. Впусти в страну. И главный второй пункт. Выпусти его безопасно. Выпустив его безопасно, ты заслужишь что? Ты выпустишь огромную пушку, да? Питбуля из страны выпустишь. Питбуля в каком плане? Человек яростно выйдет, скажет: вы что, активисты? О чем вы говорите? Вы все пустышки. Я человек, который боролся против этого режима, критиковал Сердара Бердымухамедова, Гурбангулы Бердымухамедова, всех чиновников. Я человек, который был в розыске в Туркмении. Я заехал, посетил могилу своих родителей и выехал, и ничего со мной не сделали. Понимаешь, человек выйдет и начнешь против нас воевать. И он одержит победу, потому что у нас аргументов не будет. Понимаешь, Сердар Бердымухамедов? А в третий пункт, это студенты, увеличив уровень, лимит студентам, хотя бы минимум до $500, да, ты получишь поддержку за границей. Все студенты, которые учатся, как в Белоруссии, России, Украине, в Китае, да, вот во всех популярных странах, куда сейчас студенты мигрируют учиться, да, они все начнут про тебя говорить. Они восхвалять начнут тебя. Сделай, выполни 3 пункта, Сердар Бердымухамедов, и твой статус увеличится. А вот эти левые движения, которые ты сейчас совершаешь, да, посредством пешек, пытаешься увеличить свой ранг, это все не работает. Страх у активистов не уходит. Ненависть у активистов не спадает, не уменьшается. Риски экстрадиции не уменьшаются, они увеличиваются. Рейтинги твои не увеличиваются по свободе слова. Вообще в целом, да, country condition, состояние страны. Эти рейтинги, они не повышаются, они только понижаются. Вот я сделаю реальное решение, чтобы по всем фронтам побить. Всего лишь 3 пункта, Сердар Бердымухамедов. Выполни их. И ты заслужишь огромное уважение, вот, на самом деле, и стороны активистов, и народа. Активисты, как Амрат Хадыров, и студенты. Есть еще очень много пунктов, которые я тебе назову. Я хочу вот самые главные 3 бомбы на тебя кинул, чтобы ты задумался и работал над этими пунктами. Если сможешь, сделай это. Если не сможешь, значит, вот эти все твои проекты, которые ты делаешь, они обречены на провал, я тебе говорю сразу. То, что твой культ личности, он по-любому один день рухнет, если ты именно не будешь работать над этими 3 пунктами. Особенно над пунктом 1 и 3. Это самые главные пункты. Если ты над ними не поработаешь, не сделаешь это, не выполнишь их, то твой рейтинг никогда не увеличится. И критиков режима, критики режима, количество их будет день за днем увеличиваться, Сердар Бердымухамедов, день за днем. Все, многие сейчас рты закрывают, но они потенциальные активисты. Многие могут один день просто открыть рот, и тебе потом уже трудно будет. Не найдутся у тебя работники, чтобы экстрадировать всех этих людей. И плюс эти люди уже поняли, что они не должны находиться в небезопасных странах. Они будут уезжать в Европу, и оттуда просто тебя будут критиковать и мозги тебе делать. Поэтому, чтобы это все обойти, предотвратить, выполни
1 по 3 пункты. А остальные пункты я тебе назову на следующем видео. У меня следующее видео еще выйдет о том, каким образом коррупционные схемы, вот коррупция в целом, да, махинации, коррупции, полномасштабные коррупции и поддержка коррупционеров важна со стороны Сердара Бердымухамедова для укрепления его же режима. Вот многие борются против этой коррупции, но вы забываете, что эта коррупция, наоборот, помогает ему расти, Сердару Бердымухамедову, укрепить его режим диктаторский. Я об этом очень красивое видео сниму с иллюстрациями, чтобы вы, дорогие друзья, поняли, что вот эти чиновники, которые воруют, да, есть чиновники, которые воруют, они, наоборот, ставники Сердара Бердымухамедова, и Сердар Бердымухамедов знает, что они все делают это. Он знает, что они совершают полномасштабные коррупционные, проводят полномасштабные коррупционные схемы. Об этом я вам расскажу на следующем видео. А сейчас я закругляюсь. Берегите себя, дорогие туркменистанцы. Побольше кушайте мандаринов и боритесь за свободу слова. До свидания. Всех активистов затыкает, фабрикуя дело. У агентов нацбезопасности под прицелом. Я высказался против власти и пополнил список. Критикуют, чтобы дозвониться, но игнорят вызов. В разности мнения в диалогах рождается смысл, но Бердымухамедова без компромиссов. Страна закрыта для народа, интернет как роскошь, люди умирают с голода, ведь в горле ком лишь диктатура строже КНДР, от которой мерзко, как бы не поили, взгляд наш останется трезвым. Не получится вранье, смей аккуратно резать. Я против и ни один, подпись от Мурата Везу.